Ассаляму алейкум, здравствуйте. Информационное утро на телеканале АТР начинается. И для вас в студии работаю я, Сейтумер Сейтумеров. И в эти 3 часа мы постараемся обсудить самые важные последние события, касающиеся Крыма и Украины. И гость нашего первого утреннего эфира, журналист, работающий в Крыму, Тарас Ибрагимов. Доброе утро, Тарас. Здравствуйте. И хотел бы начать, Тарас, с того, что крымско-татарские гражданские журналисты стали коллективным лауреатом национальной премии за защиту свободы слова имени Игоря Лубченко Национального союза журналистов Украины. Такое решение принято секретариатом НСЖУ. И вот что заявил по итогам заседания председатель Союза Сергей Томиленко. Давайте послушаем его. Кримсько-татарські громадські журналісти, незважаючи на всі заборони, утиски, переслідування, ув'язнення, залишаються джерелом об'єктивної інформації про події на півострові для українських і міжнародних ЗМІ. Протягом останніх 5 років анексії півострова правозахисники задокументували понад 300 випадків тиску на журналістів, включаючи фізичні напади, тортури. Тому ця премія за захист свободи слова – це солідарність з нашими кримськими колегами, з Наріманом Мемедіміновим, Сервером Мустафаєвим, Ремзі Бекіровим та іншими громадськими журналістами Криму. Вот послушали, очень приятно то, что крымских журналистов коллективно номинировали на эту премию. Насколько она важна, скажем, для тех, кто работает в Крыму? Вот это, по сути, признание, получается, от их работы, их деятельности? Да, и я, во-первых, тоже хотел бы всех моих коллег, которые сейчас находятся в тюрьмах в Крыму и в России, и коллег, которые продолжают, несмотря ни на что, работать в Крыму гражданскими журналистами, освещать эти процессы. Я хотел бы их поздравить искренне. И мне очень приятно, что Сергей Томиленко называет их коллегами. Это фактически признание того, что они журналисты. И, наверное, да, это признание. Не наверное, а точно. И это, наверное, наша общая победа, потому что удалось как-то общественности и в первую очередь нашему цеху, журналистам в Киеве объяснить и донести эту мысль, что это наши коллеги, и они делают такую же работу и делают намного ее более стрессовых и опасных условиях, чем мы. И они являются действительно источником информации, их нужно как-то поддерживать и признавать их работу на равных. Что, для меня, наверное, следующим этапом будет это, в принципе, и рост профессиональный гражданских журналистов в Крыму. То есть, чтобы они повышали, чтобы для них это было стимулом работать дальше и повышать в том числе уровень своей работы, расти как профессионалы. А второе, что хотелось бы отметить по этому поводу, так это то, чтобы мы здесь их продолжали поддерживать и признавать уже не как гражданских журналистов, а как своих коллег, по сути, на равных, без приставок, там, активисты, гражданские журналисты. Просто понимать, чтобы мы пришли в конечном итоге к пониманию того, что это просто наши коллеги, которые работают в куда более сложных условиях, чем мы. Тарас, скажи, пожалуйста, вот за эти 4 года, в принципе, вот этой гражданской журналистики, ощутим ли, то есть, рост качества работы тех, кто работает, как сказать, на передовой в Крыму? Конечно. Это можно наблюдать по странице Крымской солидарности. У страницы появились различные рубрики, читать ее интересно. В принципе, можно, конечно, говорить о том, что в какой-то степени теряется, возможно, интерес у аудитории в принципе. Где-то он появляется, где-то нет. Это достаточно нелинейные процессы. Я имею в виду внимание аудитории. То, что там когда-то, может быть, больше читают и смотрят, и шерят эти материалы. Но, в принципе, развитие и качество материалов на Крымской солидарности, оно однозначно растет. Появляются различные рубрики про то, как про этап, например, как политзаключенные
переносят этап, да, там без Ростова Да, я поясню, что это один из самых сложных периодов для заключенных, так как в этот период они очень многим трудностям подвержены. Или, например, иногда можно наблюдать прям вот синхронную текстовую трансляцию из зала суда. А это достаточно сложный процесс, то есть это нужно сидеть, набирать это в зале суда, потом перекидывать его или там выставлять. То есть, для меня, я прекрасно понимаю, что это работа очень многих людей, на то это и коллективная премия, да, и что это такой живой организм, который складывается не из одного человека, состоит не из одного человека, и это уже усложняет, да, то есть там человек работает в Ростове, еще один, наверное, там где-то в Крыму, еще один фотографирует, то есть это все живет, работает, и оно выдает качественные продукты, и однозначно уровень растет с каждым годом, наверное, каким-то периодом, кварталом. Тарас, а вот хотел тебя спросить еще, буквально несколько недель назад, уже, кажется, около месяца, был вынесен приговор Нариману Медиминову, гражданскому журналисту, и что примечательно во всей этой истории, это, кажется, единственный пока случай, когда прокуратура просила 6 лет, а суд вынес решение 2,5 года колонии. Да. То есть с чем связываешь вот такое более чем в 2 раза умягчение приговора? Связано ли это с тем, что было накануне этих судебных процессов очень такие массовые эти акции поддержки Наримана? Либо вообще с чем, почему такое решение? Я, наверное, в первую очередь связываю такое... то есть приговор в 2 года и 6 месяцев, с учетом того, что прокуратура просила 6 и просила 6 лет строгого режима, а далее колонии поселения, вот такую рассинхронизацию в ожиданиях прокуратуры и решений суда я связываю в первую очередь с самим Нариманом. Потому что если вспомнить, то Нариман очень, он, по сути, был с адвокатом наравне. И он в том числе вместе с адвокатом представлял свою защиту. Он достаточно ярко вел этот процесс как подсудимый. Мне припоминается история с Мустафой Джемилевым, который когда-то отказался от адвоката и сам себя защищал. Была такая история. И в случае с Нариманом он просто ярко вел этот процесс как заключенный, и там у него действительно яркие речи, и я думаю, что суд просто слушал его отчасти, как ни странно, да. Мне кажется, просто судья посмотрел на Наримана и как-то воспринял его, наверное, прислушался в какой-то степени. Вот мне почему-то думается так, что Нариману удалось в какой-то степени пробить эту судебную брешь. И перейдем к следующей новости. Фигуранта второго бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир, одного из координаторов общественного объединения «Крымская солидарность» Сервера Мустафаева, признали узником совести. Об этом говорится в сообщении международной правозащитной организации Amnesty International. Также организация призвала немедленно отпустить Сервера Мустафаева. Пишіть листа до Генерального прокурора Російської Федерації з вимогою негайно звільнити Сервера Мустафаєва, засновника та координатора громадського руху «Кримська солідарність». Сервер перебуває під арештом із травня 2018 року за неправдивими звинуваченнями, пов'язаними з тероризмом. Сервера признали узником совести. Как думаешь, что это даст в его деле? Я хочу поправить, что Сервер и вся Бахчисарайская восьмерка признаны узниками совести. Мемориал признал их узниками совести уже достаточно давно. Фактически не сразу после задержания, но через какое-то время. То есть он уже признан узником совести. И, в принципе, правозащитная среда в Украине считает его узником совести. И многих фигурантов дела Хизбут-Тахрир в Крыму. Amnesty, просто история с Amnesty
это еще один акцент на то, что это дело политическое, и, как и в случае с Эмир Хусейном Куку из ялтинской группы, они делают фокус на правозащитную деятельность Сервера и говорят о том, что его преследуют по как раз-таки политическим мотивам за то, что он вел правозащитную такую активистскую деятельность. Да и, в принципе, как гражданский журналист, я помню Сервера практически под каждым судом, каждый день, если я в Крыму работаю, то до его ареста он на многих судах был практически каждый день. И, мне кажется, что это хорошо, то, что Amnesty обратила на это внимание. И мое глубоко субъективное мнение, мне бы не хотелось чтобы история Сервера выделялась как-то в отдельную историю, да, потому что кроме него в бахчисарайской группе есть еще 7 человек, и о них тоже нужно говорить. И я надеюсь, что Amnesty просто будет говорить о Сервере и в том числе будет проговаривать историю других политзаключенных. Просто, в какой-то степени, да, Сервер, наверное, станет лицом этого дела Хизбут Тахрир, второй бахчисарайской группы. Хотелось бы думать, что будет так. Да. Тарас, в начале недели был суд по так называемой Белогорской группе, и на этом суде произошел, на мой взгляд, такой очень парадоксальный случай, связанный с самим судьей. Я бы хотел зачитать. Фатма Исмаилова, это у себя на странице Facebook написала, жена одного нашего политзаключенного. Интересный факт из сегодняшнего суда. Когда дали слово нашим ребятам, наш благородный брат, отец 8 детей Айдер Джипаров, выступая, зачитал международный закон ООН. Судья перебивает его и предупреждает его о том, что если он вновь будет то есть в кавычках, закон читать, то они откроют на него уголовную статью о посягательстве на конституционный строй России. Это вообще как понять? То есть человек зачитывает вроде международный закон, который Россия тоже в том числе признает, и здесь в открытую судья, то есть судебное заседание было открытое, насколько я понимаю, так как это люди видели и слышали, позволяет себе прямо во время суда сказать: будешь так говорить, я на тебя еще одну статью открою. Это как вообще? Речь идет, наверное, о Женевской конвенции, на которую ссылаются многие адвокаты и... Да, 7-я Женевская конвенция. Ссылаются многие адвокаты в защите по делам Хизбут Тахрир. И очевидно, что это вызывает какую-то реакцию у судей. И, однозначно негативную, потому что в случае с адвокатами это Женевская конвенция, то есть она потом будет использоваться в дальнейшем обжаловании, и в апелляции, и когда дела уйдут в Европейский суд по правам человека. И поэтому идет ссылка непосредственно в судах в Крыму на международное право. И, наверное, у судьи вызывает определенное раздражение тот факт, что по многим международным законам, да, и в принципе все международное сообщество не признает аннексию Крыма, не признает оккупацию, и мне просто кажется, что это раздражение одного маленького человека. Как расценивать шантаж, угрозы? Нет, я думаю, что это просто глупость какая-то судьи. Я думаю, что это просто какие-то безосновательные угрозы и какой-то, возможно, не знаю, нервный срыв судьи, который просто разнервничался, что человек просто ведет, ссылается по сути, на международные законы и международные нормы. Я думаю, что это его просто раздражение такое. И хотел бы перейти к следующему. Мы понимаем, что уже около 100 политзаключенных. Каждый человек — это индивидуальная личность. У каждого человека есть своя история. Каждый человек жил какой-то своей жизнью до того, как был задержан. И, к сожалению, за исключением единиц, мы их не знаем, этих людей. Мы не знаем, кем они были, чем они занимались, как обыск проходил, как их брали. И очень важным, считаю лично я, чтобы люди хотя бы вкратце знали об этих людях. И предлагаю всем посмотреть небольшой видеосюжет о Тофике Абдульгазиеве, политзаключенном, одном из 24, которого задержали 27 марта. Давайте посмотрим сюжет.
27 марта 2019 года в нашем доме происходил обыск. После этого моего мужа, лживо обвинив в участии в террористической организации, забрали. И вот сегодня, 27 октября, ровно 7 месяцев, как его нет рядом с нами. — 27 числа утром рано, примерное время, где-то было 6 часов утра, я читала намаз, и я услышала громкий грохот. Я быстро дочитала свой намаз, сказала, что что-то не то, к нам пришли. Выглянув в окно, я увидела, стоит газель, белая газель с затемненными стеклами. И в этот момент уже у нас был ужасный стук в дверь. Тофик быстро переоделся, и они его увезли. Город Шахты находится от Симферополя примерно 1000 километров. И вот мы проделывали такой огромный путь, чтобы попасть к ним на суды. Когда вот у них были суды, мера продления, потому что только во время суда у нас могла бы быть возможность хоть на некоторое время увидеть их. Но суды проходят всегда в закрытом режиме, и только лишь на оглашение нас запускают, и мы могли их видеть. Мы очень сильно скучаем по бабашке, и уже чувствуется отсутствие его, тяжело без него. Много дел появились. Когда его забрали, очень тяжело стало. И по дому, и вообще, в общем, тяжело без него. Приехал он сюда, в Крым, в 2000 году. Вот, ему было 19 лет. Вот, я приехала после него через 4 месяца. Вот, мы взяли здесь участок и начали с ним строиться. Он работал, я была на пенсии, а он работал на 3 работах, чтобы построить этот дом. Было очень тяжело, но мы его все-таки построили. Все, что происходит на сегодняшний день, все, что они пытаются навешать, все вот эти ярлыки террористов на всех наших ребят, это вообще никак не совместимо с их образом жизни, да, с их понятиями, с их мыслями. Потому что вот Тофик, он всегда спешил на помощь к тому, кто в этом нуждался. Тофик для меня является олицетворением добра, честности, справедливости. Ну, вот посмотрели небольшой сюжет по Тофику Абдулгазиеву, одного из 24 фигурантов так называемого второго симферопольского дела. Насколько важно общественности знать про этих людей, кто они? Вот их же реально Россия пытается показать террористами, теми, кто хотят сместить государственный строй, те, кто хотят, не знаю, какой-то вред причинить стране. Это обычные самые люди. Ну,
вот мы говорили про Сервера Мустафаева, да, и его вот Amnesty International фактически ведет сейчас по нему такую вот правозащитную кампанию. И вот случай с Сервером, он почему Amnesty, допустим, на него обратила внимание, потому что Сервер вел достаточно активную такую деятельность, но важно понимать, что многие из этих людей, задержанных, так или иначе были вовлечены в общественную деятельность в Крыму. Тофик, насколько я помню, занимался звуком на Крымской солидарности. То есть, ну вот звук, вот вся вот эта техническая составляющая организации встреч по Крымской солидарности, он занимался вот этой составляющей. В том числе, я так понимаю, что он занимался и передатчиками, и другими какими-то другой работой. Но кто-то более известный, кто-то более видный, кто-то менее. Чья-то работа видна на виду, а вот чья-то работа, она не видна. Ну, это абсолютно нормально. И поэтому многие и адвокаты, и правозащитники, и активисты в Крыму, вот Лутвия Зудиева неоднократно об этом говорит, когда приезжает сюда и, в принципе, в Крыму проговаривает этот тезис для журналистов и для правозащитной среды, что важно рассказывать и очеловечивать каждую историю из этих политзаключенных. Ну, подробно, возможно, не подробно, но в принципе проговаривать историю каждого из них, рассказывать, что это за человек, объяснять, почему он находится в тюрьме. То есть, ну, реальное фактическое основание, почему он находится в тюрьме, не вот там статья 205.5, там часть первая, вторая, и на этом как бы, ну, имя, фамилия, и на этом достаточно, да, то есть нужно как бы дать полную читателю и вообще общественности дать картину понимания того, кто эти люди. Не только Сервер, не только Эмир Хусейн Куку, не только Ремзи Бекиров, а ну, вот, как бы 24 человека, и сейчас по ним начнутся суды, ну, вернее, не сейчас, а сейчас идут следственные действия, и многие из них находятся в Симферопольском СИЗО. Но все равно время дойдет до судов, там, через полгода, через год, и это тоже большая задача и вызов для журналистского сообщества, для правозащитного, рассказать историю каждого из этих, ну, то есть каждого из этих заключенных. И мне кажется, это, ну, вот, в данном случае, вот в истории с вторым Симферопольским делом, ну, это будет такой вызов, и я надеюсь, что получится как бы рассказать историю. Но я вижу позитивные какие-то сдвиги все равно, как бы мы рассказываем, вот показываем сюжеты, и многие интернет-СМИ, в том числе не только крымские, делают, ну, как бы истории про этих людей. И опять-таки, знаешь, к вопросу о том, что это не какой-то линейный процесс. Сегодня мы видим большую активность к теме Крыма, и какие-то СМИ делают и обращают на это внимание, делают материалы. Завтра мы можем наблюдать опять спад. То есть, как бы, я не знаю, от чего это зависит, но хочется надеяться, что как бы, оно все равно будет держаться на каком-то балансе. О балансе общественного внимания, скажем так, минимального хотя бы. И перейдем к следующему судебному процессу, так называемому. Вчера состоялся суд по делу Эльвира Аметова. Эльвира Аметова оккупанты присудили 300 рублей штрафа. Послушаем, что говорили после судилища адвокат и заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Нариман Джелял. Сегодня Судакским мировым судьей было рассмотрено дело по Аметову Эльверу Ганиевичу. В отношении него было возбуждено административное производство по статье 15.5 Кодекса об административном правонарушении, а именно несвоевременная подача декларации. Штраф выписали на 300 рублей. Сегодня Эльвир Ага обязательно оплатит и предоставит необходимые документы в суд. К сожалению, мы были дезинформированы о том, что будет рассмотрено дело о коллекционном оружие, однако дело рассматривалось только по декларации несвоевременной сдачи. Будем дальше информировать общественность о ходе оружия коллекционного, что и когда оно будет возвращено. Борьба, которую государство ведет в отношении крымских татар, очень много наших соотечественников до сих пор находятся в местах заключения, ждут своих приговоров или получили их. Она не заставит нас молчать, не заставит нас остановиться в отстаивании своих прав и своих интересов.
Вот что примечательно, на мой взгляд, во всей этой истории, в конце сентября у Эльвира Ага уже был не первый обыск в его мини-музее, то есть нагрянули маски-шоу, целая, как обычно, целая гвардия людей приехала, автозак, газели, то есть все по феншую, как говорится. Результат всего 300 рублей штрафа. Ну, не знаю, как это назвать, ты как бы это назвал? Ну, во-первых, действительно нужно отметить, что у Эльвира Ага ему не впервые это, то есть к нему приходили с обысками в прошлом году и позапрошлом, то есть, ну, как бы есть регулярное давление на него, и я бы, наверное, говорил о том, что есть опасения уголовного преследования. Я думаю, что силовики просто как бы, ну, выбирают какой-то, да, ищут какой-то момент, ищут за что зацепиться, и вот, ну, нужно говорить, наверное, об этом, и в том числе как-то говорить на опережение, чтобы этого не случилось, и как-то выстраивать линию защиты. А то, что 300 рублей штрафа, ну, я не знаю, это в какой-то степени девальвирует в том числе ну, всю ту картину, когда мы видим, да, допустим, фотографии или видео, когда в доме действительно огромное количество сотрудников там, ФСБ, силовиков, проводят они там такой прям обыски, и потом мы видим следующую картинку, там 300 рублей штрафа, то есть как бы приехало огромное количество силовиков, а все закончилось каким-то штрафом. Ну, для меня это в какой-то мере даже девальвация их работы, их же как бы руками. Ну, вот так бы я, наверное, описал эту историю. И перейдем к следующей новости, к информационной безопасности. В Верховной Раде 2 дня назад состоялось заседание по безопасности журналистов. Много кто выступал, среди них был Роман Цымбалюк. И вот выступление его в Верховной Раде сорвало овацию. Он, в частности, говорил об информационной безопасности Украины. Давайте послушаем его. Інформаційна безпека і фізична безпека журналіста – це взаємопов'язані речі. Якщо у нас будуть продовжувати працювати в країні ЗМІ, які тут сіють проросійський дискурс, закінчиться це дуже погано, в тому числі для фракції «Влада», «Слуга народу». Тому що у нас дуже багато якось, знаєте як, засобів масової інформації, які нашоптують українцям. Не все так однозначно. Можна договоритися з кимось і так далі. Насправді ситуація дуже страшна. І якщо її не виправити, закінчиться погано. І наостанок, остання річ. Живий класик сказав, що Україна не Росія, і щоб це положення зберігалось, за це придеться воювати. Дякую. Дякую. Вот информационная безопасность, о которой говорил Роман, о чем он имел в виду, собственно говоря, о том, что немало в Украине есть СМИ, которые открыто, да, то есть работают на руку России. И вот Роман обратил внимание парламента на то, что как-то за ними присматривать надо. Вот ты как журналист, Тарас, вот все-таки мы понимаем, что должна быть определенная свобода журналистики, но вот как совместить то, что определенные журналисты, определенные телеканалы, определенные ресурсы работают, ну, откровенно в подрыв интересов государства. Ну, Роман, наверное, имел в виду не столько даже информационную безопасность, а информационную борьбу. Ну и в том числе уже как исходящие из информационной борьбы и информационную безопасность, да, понятие. И я как журналист не уполномочен, к сожалению или к счастью, говорить о том, что делать со средствами массовой информации, которые, безусловно, в Украине есть, которые ведут вот действительно пророссийский дискурс, очень аккуратно иногда очень, наоборот, нелепо и смешно, и это видно из всех дыр и ушей торчит. И все мы прекрасно знаем, что это за сайты, телеканалы. Но я хочу отметить важный момент, что читатель и зритель, во-первых, его нужно уважать, журналистскому сообществу. И если ты журналист, который не преследует какие-то пропагандистские цели, и тебе твое руководство не навязывает, что говорить, а что не говорить твоему зрителю или читателю, а ты сам выбираешь и сам разбираешься в этой теме, и пытаешься просто донести объективные факты,
то вот мне кажется, нужно вот такими медленными, ну, с моей журналистской точки зрения, вот нужно вот такими медленными или, наоборот, не медленными, но систематическими шагами работать для читателя и в том числе с читателем, чтобы он больше читал тебя, а не читал, например, там страну UA, да. И мне кажется, что это можно сделать, и это можно, ну, эту работу нужно вести с читателем и просто до него доносить информацию, как-то объяснять ему, что лучше потребляю у меня эту информацию, потому что она у меня объективнее, честнее, сбалансированнее, чем, вот, допустим, вот здесь. Да, тебе может понравиться там какой-то заголовок, или тебе может понравиться, как они исказили там суть, но ты этого не замечаешь, да, а на самом деле там эта новость там полностью не сбалансирована, и как-то, я не знаю, может быть, она вообще как бы фейковая. А ты вот прочитал и, ну, такой остался доволен, потому что это там какая-то интересная новость, интересный заголовок, или там тебе смешно там с чего-то, или наоборот. Мне просто кажется, что журналистам нужно вести работу с читателями и понимать свою аудиторию, и в том числе ее уважать. А что касается чиновников, то это уже как бы вопрос не ко мне, и слава богу, что не ко мне. И перейдем к очередному скандалу вокруг карт. Нью-Йорк Таймс снова отнесла Крым к России. Издание в который раз опубликовало неправильную карту. Посольство Украины в США уже отреагировало. Давайте послушаем. Посольство вчергове звернулося до редакторів видання The New York Times із закликом не припускатися помилок у зображенні Криму на карті України та не грати на руку російській інформаційній пропаганді. Розраховуємо на оперативну реакцію журналістів впливового видання, яке покликане доносити до американської і світової громадськості правду. А правда в тому, що Крим – це Україна. Помилка має бути виправлена. Вот очередной раз мы видим, это уже Нью-Йорк Таймс, второй раз такую оплошность, я не знаю даже, как это назвать. Вот ты как журналист, вот есть редакция, есть, скажем, какие-то определенные рамки. То есть мы знаем, что Соединенные Штаты, они признают территориальную целостность Украины, и Крым относят к Украине. Вопрос в чем? То есть редакция уже не одноразово, то есть допускает вот то, что относит Крым, изначально делает, что даже жирной линией, потом там исправляет даже на пунктир, а не переделывает обратно. То есть это получается редакционная политика, или как это назвать? То есть это же не ошибка, я думаю, какого-то автора этой статьи, либо публикации? Да, это, ну, на самом деле этих историй очень много. Вот буквально недавно Facebook поставил галочку Сергею Аксенову, да, и потом... А что эта галочка, кстати, означает? Галочка означает, что человек как-то... Ну, я приблизительно, наверное, могу только объяснить, что человек то ли набрал какое-то определенное количество подписчиков, и из-за этого происходит какая-то авторизация, ну, то есть, как бы, это действительно тот человек, там, Сергей Аксенов, вот, это, там, глава Крыма, и там, вот, стоит галочка, да. Ну, это в смысле оппозицию, да, как бы Фейсбука. После жалоб представительства президента Украины, да. к нему это уже... И потом вот, как бы, вот, спасибо, что продолжаешь, это, потом эта галочка исчезла после жалоб представительства президента Украины в Крыму. И таких историй на самом деле очень много. И мне хочется думать, ну, мне кажется, что это эксцесс исполнителя. То есть вот Facebook автоматически проводит какую-то политику, там, ну, вернее, какие-то действия автоматически система проводит, там человек, там, я не знаю, достиг какого-то количества подписчиков или еще что-то, и там система ставит ему галочку, а потом, как бы, ну, не понимая, кто этот человек и так далее. То же самое неоднократно случалось и с Гуглом, там, российским Гуглом в частности, когда он по-разному как-то определял границы с Крымом. Там, в одном случае так, в другом случае так. Мне сложно, ну, наверное, в какой-то степени, может быть, здесь и можно искать определенную какую-то подводное течение в политике этих компаний, в политике этих изданий, вот если мы говорим о Нью-Йорк Таймс. Но... Мы же понимаем, насколько потом вот подобные ошибки или подобные недоразумения тиражирует российская масс-медиа. Но и мы же обращаем на это внимание. Вот, допустим, если бы не было жалоб со стороны Украины на
страницу Сергея Аксенова в Фейсбуке, то эта галочка и осталась бы, а так Фейсбук отреагировал. То есть, мне кажется, здесь все-таки идет определенная какая-то, здесь есть, скажем так, мне думается, что здесь есть просто эксцесс исполнителя, вот конкретно в каком-то конкретно взятой истории, и мне кажется, иногда они даже такие вот незначительные. То есть обращать нам внимание, конечно, на них нужно. Но я бы не искал, наверное, вот с субъективной своей точки зрения, я бы не искал здесь каких-то там подводных течений и подводных смыслов каких-то. И перейдем к следующему. В Крым переселили более 140 тысяч граждан Российской Федерации. Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова у себя в Facebook. По ее словам, таким способом Россия пытается возобновить баланс населения, который нарушился после оккупации. Многие выехали на материковую часть Украины. И что я хотел бы спросить у тебя? Я сам уже 2 года, к сожалению, не могу попасть в Крым, к себе на родину, но ты часто там бываешь, часто работаешь в Крыму. Насколько ощутимо то, что много приезжих именно с материковой части России? Я периодически разговариваю с людьми, и многие отмечают, что это уже заметно даже невооруженным глазом. И не знаю, откуда берет Денисова 140 тысяч, но многие говорят, что там уже не меньше 500 000 завезли. Однозначно люди приезжают с материковой части Украины и приезжают... Россия. Оговорился. С материковой части России, и однозначно они приезжают, и есть многие случаи, когда люди приезжают устраивать уже, работать, устраивать свою жизнь, обустраиваться, покупают жилье. Я не знаю, к сожалению, не могу прокомментировать очень глубоко этот вопрос, потому что как обыватель, человек, который наблюдает каждодневно такую обыденную жизнь на улицах Симферополя, допустим, по дороге из дома в суд и из суда к адвокатам, мне как-то сложно сказать, этот человек из России или этот человек не из России. Но многие, скажем так, крымчане и люди, которые живут и выросли в Крыму, они, конечно, отмечают, что приезжих стало намного больше. То есть, мои друзья, знакомые в Крыму, крымские татары, и не только крымские татары, многие говорят о том, что большое количество приезжих с материковой части России пытаются как-то обустроиться на ЮБК. Наверное, это такая обычная политика ассимиляции и, в том числе, политика государства, которая, в том числе, один из пунктов политики государства, которое оккупировало полуостров. Засею, конечно, привозить туда население с материковой части страны. То есть уже однозначно это население, соответственно, будет пророссийски настроено изначально, так как в Крыму, в принципе, с пророссийскими взглядами всегда было все хорошо, в кавычках. В последнее время очень многие разочаровались, они-то ждали, что придет Россия и мы зацветем, а тут не все так однозначно. Но все равно уровень поддержки, мне кажется, что федеральной власти, что местной, есть, конечно, наверное, какая-то критика местных каких-то чиновников, не знаю, может жалуются на какую-то администрацию в каком-то городе, но в принципе поддержка федеральной власти, мне кажется, со стороны крымчан однозначно. То, что я могу увидеть, в том числе, наблюдая, как за обыденной жизнью крымчан, то да, у них поддержка в России есть пока что. Я вижу такую тенденцию. Я бы не сказал, что это прям однозначная поддержка, но она есть. У нас остается буквально минутка. Я хотел бы твое мнение услышать по поводу того, что в конце октября Медведев подписал указ о создании на ЮБК и горной зоны. Как ты к этому относишься, к чему? То есть с Крыма хотят Лас-Вегас сделать? Я думаю, что это в том числе осваивание федеральных каких-то денег в Крыму, и неоднократно строят и тавриды, и строят мосты, и пытаются сделать какие-то Лас-Вегасы из Ялты. Я думаю, что это просто
осваивание, очередное осваивание федеральных денег в Крыму, попытка освоить их, и потом они будут распилены. Спасибо большое. Напомню, с нами в студии был журналист Тарас Ибрагимов. Буквально через 5 минут эфир телеканала АТР продолжит Леся Галич программой «Заман». Я же вернусь в эту студию через 20 минут. Оставайтесь с АТР.